Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите программу «Утро Якутии». И в эту среду вместе с вами просыпаемся мы, Руслан Ачиров и Катерина Винокурова. На календаре 19 мая, среда. Сегодня вы узнаете, какие новые правила вступили в этом году для охотников. Что делать и кому обращаться, если из-под крана течет грязная вода. Увидите, где организуют морские прогулки с сивучами. И побываем вместе с вами на утренней зарядке вместе с Александром Хавренко. Напоминаем вам, что работаем мы в прямом эфире, поэтому для ваших пожеланий, поздравлений, вопросов есть наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите, по возможности, во время эфира мы обязательно зачитаем ваши сообщения. Ну а сейчас, да. Далее коротко о погоде. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -4, +1 градус. В Заречной группе -3, +3 градуса. В южных 2,8 градусов мороза. В Вилюйской группе 2,5 градусов мороза. В Нижнеленских до 0. В западных -4,8. В Колыме-Индигирской группе 0, местами 9 градусов тепла. В Янских от -2 до 1 градуса тепла. На северо-западе 2,5 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 0 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем в Якутске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла. Слишком много работать смертельно опасно. Ученые определили четкую границу, когда стоит вот прям взять, встать и покинуть трудовое место и отправиться домой. Да, но в студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что показало расследование? Точнее, исследование. Работа в течение 55 часов и более в неделю увеличивает риск инсульта на 35% и риск от ишемической болезни сердца на 17%. В сравнении со стандартной 35-40 часовой рабочей неделей. Специалисты подчеркнули, что особенно сильно это отражается на здоровье мужчин. На нас приходится 72% подобных смертей. Ну а теперь главным событием. Уровень воды на реке Лени у пригородного села Табага, по данным на 4 часа утра, составил 7 метров 89 сантиметров. Густой ледоход у Якутска 5 метров 91 сантиметр. Также густой ледоход. Накануне, после подрыва затора в районе поселка Кангаласы, проходил густой ледоход. Но, как нам сообщили в ЕДДС Якутска, в Кангаласах 9 метров 17 сантиметров, плюс 64 сантиметра за 2 часа. Лед стоит. Дополнительный пункт вакцинации против коронавируса открыли в здании аэропорта Якутска. Прививку ставят работники Якутской городской больницы номер 2. Ее может получить любой гражданин России при предъявлении паспорта, медицинского полиса и СНИЛС в медпункте аэровокзала на 1-м этаже, а также в кабинете 2183 на 2-м этаже. Пункты работают с 8 утра до 20 часов вечера по якутскому времени. После прохождения процедуры информация вносится в федеральный регистр, а данные о прививке будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. В России учрежден День фармацевта. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, и теперь праздник будет отмечаться ежегодно, 19 мая. В середине апреля Минздрав обнародовал документ, предлагающий установить День фармацевтического работника. Как отметили в ведомстве, дата 19 мая выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1581 году, в России открыли первую аптеку, где помимо продажи лекарств было и их производство. Волонтеры помогают мирнинцам проголосовать за благоустройство алмазной столицы. В городском парке, на центральной площади и по улице Советская добровольцы раздают брошюры с разъяснением, где и как можно принять участие в вопросе. Голосование за лучший проект формирования комфортной городской среды стартовало 26 апреля. Во всероссийском конкурсе участвует и алмазная столица. Чтобы больше мирнинцев смогли принять участие, на улице вышли волонтеры.
К сожалению, не все жители нашего города знают об этом проекте, но я думаю, что мы все-таки к концу голосования наберем нужное количество для того, чтобы наш город стал еще краше, удобнее и комфортнее. Новый 4-й поток арктической школы традиционного деревянного судостроения начнется в июне этого года в Архангельске. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2020. И теперь объявлен конкурс столяров и плотников для обучения навыкам деревянного судостроения в Архангельске. Обучение в течение 2 месяцев бесплатное. Прошедших ждет полное погружение в историю народного ремесла и практическое обучение во время работы на строящемся поморском коче. Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения. Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран, участниц полуфинала. В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Перекличка поколений. Боже мой, Виктор Цой говорил, мы ждем перемен, а Манижа выходит на сцену Евровидения и говорит, перемены – это мы. We are... Ну а к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Кстати, Катя, ты знаешь, что 19 мая, ровно 111 лет назад, в 1910 году, Земля прошла сквозь хвост самой известной кометы Нет, Галлея. не знаю. Ну вот, я рассказываю. Кстати, Земля уже не раз проходила через хвосты различных комет, и никакого влияния на атмосферу это не оказывало. А с остальными знаменательными событиями 19 мая знакомимся в нашей ежедневной рубрике. 19 мая – день рождения Всесоюзной пионерской организации. Она официально появилась 19 мая 1922 года, а в 1991 году перестала существовать. Сегодня день рождения кубика Рубика. Идея создания головоломки возникла у венгерского архитектора Эрна Рубика в 1974 году. Ему самому понадобилось 30 дней, чтобы справиться с игрушкой. В мире известно 43 квинтиллиона возможных комбинаций кубика. 19 мая – день подразделений служебно-боевой подготовки МВД России. По народному календарю, если сегодня птицы весело щебечут, в ближайшие дни будет хорошая погода. Туман на рассвете означает, что осадков не будет. 19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году в этот день учредили высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. 19 мая 1910 года Земля прошла через хвост кометы Галлея. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет. Галлея – единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. 19 мая 1881 года родился Мустафа Кемаль, основатель и первый президент Турецкой Республики, политик и военачальник. В 1890 году в этот день родился Хо Чи Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама. 19 мая 1946 года родился Микеле Плачидо, итальянский актер и кинорежиссер. В 1977 году 19 мая родилась Наталья Орейро, уругвайская актриса и певица. Именины в этот день празднуют Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов и Марфа. В Якутске начали проводиться утренние уличные зарядки. Их проводят на центральных площадях, стадионах и дворовых площадках. Проводят их общественные инструкторы, а также специалисты подведомственных учреждений Министерства спорта Якутии. И с нами сейчас на прямой связи наш коллега Александр Хавренко, который в данную минуту находится на площади Дружбы. Саша, доброе утро. Александр сейчас, по-моему, делает зарядку, да? Молодец. Кстати, я знаю, что Александр у нас тоже дипломированный тренер. Это, по-моему, какое-то направление, да? Растяжка. Саша, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия, доброе утро всем. Я даже сказал не доброе утро, а физкульт-привет. В Якутске, наконец-то, долгожданное
потепление. В Якутске наконец-то долгожданное потепление, и на площадях города наконец-то начались долгожданные утренние зарядки. Со вчерашнего дня на площади Дружбы, на площади Ленина, на площади Орджоникидзе и возле спортивного комплекса «Стерх» начались утренние зарядки. Каждое утро в 6 утра спортсмены, общественные инструкторы, тренеры выходят на площади, чтобы взбодрить и зарядить энергией на весь день якутян. Как вы можете видеть, мы сейчас находимся на площади Дружбы. Здесь порядка 50 человек, я насчитал, пришли в столь ранний час, чтобы потренироваться. Ходят люди разных возрастов, женщины, мужчины, дети. Некоторые приходят со своими домашними питомцами, с собаками. Все тут ощущается, есть ощущение какой-то дружбы, какого-то сплочения. Все выполняют задания инструктора в едином порыве. Видно, что людям это нравится. Видно, что люди поэтому скучали. Да, Александр, у меня вопрос. Скажи, какой уровень сложности утренних упражнений? Я так понимаю, что сейчас происходит растяжка, либо что-то похожее на уши. Да, и там какие-то, по-моему, совершенно направления простой, то есть специальные его везде. может выполнять и ребенок 8 лет, и бабушка, и дедушка, кто угодно. То есть упражнения подобраны так, чтобы это было и эффективно, и в то же время несложно, чтобы каждый мог все это сделать, потренироваться с удовольствием. Александр, да, а скажи, а вот утренние зарядки проводятся независимо от погоды или все-таки, например, если очень холодно или дождливо, то они отменяются? Снег, например. Да, несмотря на то, что вот сегодня довольно свежо, насколько я знаю, утром был на улице 0, но зарядка все равно проводится. Ну, надо сказать, что в Якутске погода же такая, сейчас пройдет у нас ледоход и сразу же наступит жара, поэтому все будет нормально. Если будет небольшой дождик или большой дождик, это тоже не помеха, потому что здоровый образ жизни не зависит от погоды. Давайте мы сейчас подойдем к нашему инструктору и немножко поговорим с ним. Инструктор Валерий Готовцев. На самом деле здесь, на всех этих площадях, все инструктора, большинство из них работают на общественных началах. То есть это общественные инструктора, которые решили свои знания, свой опыт, свои умения вынести на улицу, так скажем, и поделиться ими с горожанами. Итак, сейчас закончится комплекс, и мы зададим пару вопросов. А вы пока можете, кстати, посмотреть и запомнить, может быть, вам пригодятся эти комплексы, и вы сможете их выполнять дома. Или... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! Валерий, доброе утро. Можно я буквально на 5 минут, на 2 минутки вас прерву? Скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь на площадях и как вам вообще вот эта идея утренних зарядок? Так, мы нынче приступили после майских праздников на площадях, вот, утренняя гимнастика. А занимаемся и я давно с этой суставной гимнастикой, уже 6, 7 или 8 лет. И только на площадях 4 года, по-моему, так. А вот сегодня это много людей, мало людей или нормально, как обычно бывает? Да, это сегодня как обычно. Ну, народу становится чуть-чуть больше. Ну, вначале было немножко меньше, а сейчас стало больше. Спасибо большое, но мы не будем вас отвлекать, продолжайте зарядку. Ну что, уважаемые горожане, если кто-то все-таки хочет, я думаю, желание появилось у многих, каждое утро в 6:30 на основных площадях города утренние зарядки. Еще раз всем физкульт привет, всем доброе утро. Студия, вам слово.
Спасибо, Ну что, Саш. Да, это был Александр Хавренко, прямое включение с площади Дружбы, где проходит утренняя уличная зарядка. Ну а если в Якутии в эти дни выпал снег, то аномальная жара настигла жителей Свердловской области. На кадрах, снятых в разных частях Екатеринбурга, видно, как люди отдыхают у водоемов, загорают и плескаются в фонтанах. Однако животные в местном зоопарке такой погоде оказались не рады. Посетители могли наблюдать за животными, особенно за львами, которые прячутся от солнца в тени. По данным Гидромедцентра России, температура воздуха в Екатеринбурге достигла 34 градусов. Глядя на эти кадры, да, так прямо хочется тоже пойти на пляж, искупаться, покататься на лодке. Ну, вот, а у нас в столице похолодало. Температура вот сегодня, как Александр сказал, была около 0. Но также иногда даже идет снег, да, как мы были свидетелями буквально некоторое время назад. Все это, конечно же, связано с тем, что пошел ледоход. В некоторых районах столицы жильцы домов все еще испытывают неудобства из-за некачественной воды из водопровода. Руководство водоканала утверждает, что благодаря водоочистной станции вода в Якутске стала намного чище, чем раньше, и даже во время прохождения ледохода. Кто же виноват в поставке некачественной воды потребителям, выяснял Александр Хавренко. Желтая, когда надо, бывает желтая, желтее, совсем желтее бывает. Когда вот такая вода попадает, что голову моешь, не промывается волосы. Волосы вот сероватая, не голубая вода, а вот такая серая бывает. Жильцы дома 29/1 по улице Кирова постоянно сталкиваются с проблемой некачественной воды. Иногда из крана идет серая, а иногда и грязно-желтая жидкость. Ни пить, ни мыться такой водой не возникает ни малейшего желания. У нас постоянно грязная вода течет из-под крана. Ну, не грязная, она желтая, с ржавчиной, видимо. И с чем связано, я не знаю, но это обычно происходит в выходные или после них. Ну, когда люди начинают уборку дома проводить, ну, мыться там после работы, допустим, и она постоянно желтая. И таких домов в Якутске десятки, если не сотни. Как правило, обвинять в поставках некачественной воды принято водоканал, но магистральные сети разделены на 3 зоны ответственности, в которой водоканал является начальным звеном. Непосредственно до потребителя воду доводят ресурсопоставляющие организации, управляющие компании или товарищества собственников жилья. Линии раздела границ АО «Водоканал» и сетевых организаций, обслуживающих внутриквартальные сети, является плоскость здания теплового пункта или котельной. В данном случае мы находимся на тепловом пункте 43-го квартала, принадлежащем Якутской ТЭЦ. Здесь мы видим магистральный водопровод АО «Водоканал», который выходит из-под земли и заходит в тепловой пункт. Далее внутриквартальные сети, принадлежащие ПАО «Якутскэнерго», выходит уже до конечных потребителей, абонентов, жильцов города Якутска. Заходя в внутриквартальную сеть в многоквартирный дом, уже обслуживается управляющая компания или ТСЖ. Чаще всего причиной, по которой из крана течет грязная вода, являются грязные трубы, промывать которые должна управляющая компания. Если же из крана течет вода, которая не соответствует санитарным нормам, то жильцы вправе подать жалобу и получить перерасчет за предоставление некачественной услуги. Сообщения о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества могут быть сделаны потребителям в письменной форме или устно, в том числе по телефону, и подлежат обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе. При этом потребитель обязан сообщить свою фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также
Вид предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер и время ее приема. Время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги. Если же ресурсопоставляющая организация никоим образом не отреагировала на ваше заявление, то стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию и в Управление Роспотребнадзора, после чего надо обратиться в суд для защиты своих прав. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Наступление весны ждут, конечно, все, но особенно охотники, потому что начинается сезон охоты. И у нас в гостях сегодня Анатолий Семенович Попов, заместитель руководителя Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Анатолий Семенович, скажите, ну вот я думаю, многих интересует такой вопрос. У нас вообще республика традиционно вот охотники, да, рыболовство. Какое количество охотников по республике у нас? Наверное, много. Да, у нас по соотношению жителей республики достаточно большое количество охотников, так как у нас это очень традиционный даже вид, да, и свыше 100 тысяч охотников зарегистрированы, имеют охотничий билет. Свыше 100 тысяч человек. Скажите, вот какие сроки охоты установлены в этом году? В этом году введены новые правила охоты, и в соответствии с этим изменились достаточно много сроков охоты. И вот весенняя охота, например, да, у нас началась довольно рано в связи с ведением охоты живой подсадной манной уткой, и она началась уже с 21 апреля в ряде районов и с 24 апреля. И идет по сей день, и закончится охотой на турпана, это в центральных заречных, в районах, где введена охота на турпана, это 4 июня, и в северных улусах закончится 10 июня. Вот по срокам такая ситуация в весеннем сроке. А какие-то нововведения в этом году имеются? На что нужно обратить внимание особо охотникам? Как я уже говорил, да, новые правила охоты, которые изменили новые сроки охоты. Поэтому охотникам надо отслеживать сроки охоты, требования по безопасности с обращением оружия, достаточно новых требований, да. И кроме этого, у нас с прошлого года введены новые механизмы распределения разрешений, на которые устанавливается лимит их добычи. И в прошлом году у нас первый опыт был, и в этом году у нас будет, к примеру, общереспубликанская жеребьевка с использованием генератора случайных чисел. То есть разыгрывается определенное количество лицензий? Да, количество права на получение разрешений. А как это происходит? Это происходит как-то в режиме онлайн? Или... Да, это у нас сейчас в соответствии с требованием современного времени, да, мы используем портал госуслуг Республики Саха-Якутия. И охотник, если он желает участвовать в распределении разрешений жеребьевки, он подает заявку через портал госуслуг Республики Саха-Якутия, да. И мы уже эту заявку начали с 1 апреля и заканчиваем 30 июня. Это общереспубликанская жеребьевка. Кроме этого, еще жеребьевки и распределение будет в муниципальных районах отдельно. И там отдельный порядок. И там прием заявок начнется с 1 июня по 30 июня. Заявки можно подавать через сайт госуслуг, да? В муниципальных районах там отдельно. Они сами туда в территориальные подразделения будут подаваться. А общереспубликанская это через портал госуслуг. Но если у человека нету вообще доступа к интернету, к госуслугам, он может бумажно принести заявление в территориальное подразделение Минэкологии, и инспектор сам внесет туда заявку перечень претендентов. А может ли он, например, отправить письмом? В принципе, можно, да, можно почтой даже. Хорошо, а скажите, вы говорили про нововведение. Я сам не охотник, но слышал, что
я так понял, например, завтра начинает сезон охоты, и если, например, вечером заезжать на место охоты, если, допустим, то это уже нарушением является. За день, да, получается? Да, за день. Нет, если у охотника зачехленное и разряженное оружие до сроков охоты, то есть у него идется подготовка к охоте, это не считается охотой. Охота, если у него будет расчехленное оружие и заряженное в виде. То есть, в принципе, можно выйти допустим, на охотничью избушку, приехать да, заранее, подготовиться. За несколько дней до начала охоты можно выйти и подготовиться, конечно. А каковы сроки охоты этой весной? Конкретно вот до какого числа, месяца? И что влечет за собой нарушение данных сроков? Как я уже в начале говорил, да, сроки у нас уже начались, несколько у нас видов охот, да, это живой подсадной уткой, да, которая началась уже с 21 апреля, да. Обычный срок, который без использования подсадной утки у нас, например, в центральных районах начался с 11 мая, в Вилюйской группе с 14 мая, и в северных улусах там различные сроки, да. И у нас отдельная охота на турпана, которая начнется с 29 мая, в некоторых улусах с 1 июня и закончится 4 июня. И у нас в связи с введением новых правил введены новые районы, где можно охотиться на турпана. Это такие как Нюрбинский, Усть-Майский, городской округ, город Якутск и Среднеколымский, Жиганский улусы. У нас осталось буквально около минуты. Скажите, если человек хочет стать охотником, какой порядок действий? Он сначала должен ознакомиться с охотничьим минимумом. Это охотничий минимум, он может из интернета найти или на нашем сайте. После этого он подает заявление через единый портал госуслуг. И там он назначает время, там все требования есть, форма заявления, и потом назначает время, дату, там также заявление указывает. В течение 5 дней ведется обработка его заявления, и потом он подходит в указанное время, где он приносит с собой фотографию, 2 штуки, 3×4 и копия паспорта. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Семенович. Спасибо. И желаем охотникам ни пуха, ни пера, да? Как говорится. Да, баяная. Удачи. Удачи. А с начала мая этого года в окрестностях Хану были замечены несколько стай стерхов численностью от 3 до 9 особей. Пролет основной массы стерхов, согласно многолетним наблюдениям в окрестностях Хану, ожидаются в конце мая. Стерх или белый журавль – редчайший вид журавлей. Они находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги. В Якутии существует поверье – увидеть танцующего стерха – это к счастью. Доброе утро, дорогие друзья! На каналах Якутия-24, НВК Саха, передача «Утро Якутии». Ко Дню защиты детей наш телеканал объявляет конкурс с рисунком. Телеканал Якутия-24 «Глазами детей». Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам – с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет. Итоги награждения состоятся 1 июня в День защиты детей в прямом эфире «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа формата А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. Работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru
mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков». Принимаются работы до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и месте жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня. Авторы 3 лучших работ, которые выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. Утренний эфир продолжает рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за эти 20 лет в новом тысячелетии. И на этой неделе мы поговорим о развитии социальной сферы и рынка труда. Сегодня интересные факты о ярмарках вакансий и бесплатном переобучении для безработных. За работой на ярмарку. За последние 3 года более 4,5 тысяч жителей Якутии нашли работу на ярмарках вакансий. Сейчас в связи с пандемией ярмарки и вакансии проходят в режиме онлайн. Одна из самых крупных состоялась в январе этого года. На ней компании нашей республики предложили участникам более 12 тысяч рабочих мест. Тем, кто не может найти работу, служба занятости предлагает бесплатно получить новую профессию. Выбор широкий, от шахтера до бухгалтера. Курсы длятся не больше 3 месяцев, после этого можно начинать новую карьеру. Сейчас переобучение проходит более 120 человек. Все актуальные вакансии на предприятиях Якутии можно посмотреть на портале Республиканского центра занятости по адресу работавякутске.рф. На сайте есть очень привлекательные предложения. Представляешь, у некоторых из них зарплата до 320 тысяч рублей. Желаем каждому якутянину найти любимую, а главное, хорошо оплачиваемую работу. Но у нас в студии вновь наш новостной обозреватель Василий Раченко с отличными, интересными новостями. Затонувшие суда обязали поднять из рек Лены и Яны в Якутии. По информации пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, они оказывают негативное влияние на состояние ихтиофауны и также создают угрозу безопасности плавания и причиняют значительный ущерб окружающей среде. В частности, из акватории рек Яны и Лены обязаны поднять свои суда одно физлицо и администрация Ленского бассейна. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Публичные слушания по исполнению бюджета за 2020 год прошли в Нерюнгри. Участие приняли чуть более 30 человек. По итогам исполнения доходов составило 101%, исполнение по расходам бюджета района 98%. Неисполнение по расходной части в основном связано со снижением экономической активности в связи с распространением коронавируса. Единогласно на публичных слушаниях было принято решение принять к сведению данную информацию и вынести проект решения об утверждении отчета Нерюнгринского района за 2020 год на рассмотрение очередной сессии депутатов. Основные задачи бюджетной политики за 2020 год были исполнены, то есть бюджет Нерюнгринского района был сбалансирован, и все расходные полномочия, которые определены законодательством, были исполнены в полном объеме. Айхальцы и удачницы смогут получить загранпаспорт нового образца, не выезжая из населенных пунктов. В МФЦ поступил переносной комплекс. Фотоаппарат, ноутбук и считыватель отпечатков пальцев мобильные. Работники многофункционального центра съездили в первую командировку и уже приняли почти 200 заявлений. Раньше жителям Айхала и Удачного надо было выезжать с Айхала, Удачно, надо было выезжать в Мирный для оформления. То есть 2 раза надо было им ездить. То есть сначала надо было подать им заявление, а потом уже на выдачу заграничного паспорта надо было им приехать также обратно в Мирный. Поэтому для этих целей, то есть для удобства граждан, В Ленском районе Якутии летний отдых детей будет организован с 1 июня. По информации местного управления образования, летние площадки будут работать в обычном формате. Все 6 городских школ, учреждения дополнительного образования СРГ, школы Витима и Пеледуя, а также некоторые сельские учреждения организуют на своей базе лагеря дневного пребывания. Некоторые откроются уже с 1 июня. Отдыхать дети смогут 21 день с 3-разовым питанием. В некоторых школах будет организовано по 2 смены. На этом пока все. Хорошего вам дня.
Василий. А в городе Невельске Сахалинской области возобновили морские экскурсии, в ходе которых туристы могут познакомиться с сивучами. На кадрах можно увидеть, как десятки млекопитающих нежатся на поверхности волнореза, пока за ними наблюдают туристы. Легкомоторные лодки подплывают к лежбищу, сохраняя определенную дистанцию. Это сделано для того, чтобы не вызывать стресса у животных. Одновременно у места расположения сивучей может находиться несколько лодок. Впечатления обалденные, просто даже не передать словами, как бы вообще действительно. Я говорю, я просто первый раз вот. Ну, вообще супер. Особенно впечатлили вот эти два больших, таких здоровых вот эти сивуча. Как бы вот даже девушка сказала, что это два сикача. Ну, конечно, вообще шикарно. Вообще, я хочу сказать, что мы стараемся каждый год приехать сюда, потому что те эмоции, которые мы получаем здесь, это такой заряд позитива, бодрости, настроения, поэтому это у нас уже как традиция. Мы едем сюда за незаезженными какими-то эмоциями. Некоторые участники экскурсий приезжают сюда уже несколько раз и признаются, что здесь они получают заряд позитива, бодрости и настроения. По словам организаторов, в мае и июне большинство желающих познакомиться с сивучами – это жители Сахалина. Туристы из других уголков России и мира приезжают полюбоваться на млекопитающих в июле и августе. Ну а весна известна нам своим авитаминозом. В такое время обычно нам практически всем, особенно якутянам, не хватает тех или иных витаминов. Действительно, но о пользе витамина D смотрите в нашей постоянной рубрике «Советы доктора». Доброе утро! Солнечный витамин относится к группе жирорастворимых витаминов. По данным исследований, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный атеросклероз, заболевания такие как рак молочной железы, предстательной железы, помогает усваивать кальций, главный источник строительного материала зубов и костей. При его недостатке кости становятся ломкими. У детей приводит его недостаток к развитию рахиту, у взрослых – к остеопорозу. Также солнечный витамин помогает бороться с депрессией, улучшает настроение, благотворно влияет на кожу и волосы, ускоряет обмен веществ. Наиболее сильно в витамине D нуждаются беременные женщины, кормящие, а также дети до 12 лет и пожилые. Большое количество витамина D находится в жирной рыбе, печени трески, в сливочном масле, яйцах и грибах-лисичках. Дефицит витамина D можно определить только когда сдадите анализ на витамин D. Нормами считаются показатели от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Лечение и коррекцию витамина D у взрослых проводит врач общей практики либо терапевт. У детей занимается педиатр. Лечебные дозировки может отличаться от профилактических в 10 раз, поэтому недопустимо принимать витамин D без назначения врача, так как он может накопиться в тканях, так как является жирорастворимым витамином, и приводить к передозировке. Витамин D играет важную роль в роли организма, поэтому не ленитесь и сдайте уровень витамина D для себя и своих детей, чтобы лечащий врач определил лечебную дозировку и скорректировал дозу витамина D в организме. Будьте здоровы! Ирландский путешественник Алан Диксон путешествует по миру и делает селфи, забавные селфи с животными. Известный как новый доктор Дулиттл, фотограф, который построил свою карьеру на необычных фотографиях животных, на которых часто присутствует и он сам. Диксон является одним из ведущих фотографов-анималистов. Он сделал уже тысячи селфи с кенгуру, жирафами, слонами, птицами, кошками и многими другими животными. А в одном из интервью он признался, что для того, чтобы получить идеальный снимок, необходимо уважительно относиться к животному, приближаясь к нему с осторожностью и добротой. Действительно интересные животные. Половину, по-моему, названий даже не знаю. Мне все фотографии очень понравились. А с кем бы ты хотела, с каким животным хотела бы сделать селфи?
Ой, я даже не знаю. Животных я, в принципе, всех люблю, поэтому я со всеми была бы рада сфотографироваться. Я, кстати, смотрела видео, есть также один американец, который к львам заходит. Ну, он, правда, не фотографируется, снимает видео, выкладывает у себя на страничке. Да, буквально вчера даже в WhatsApp WhatsApp я видел, смотрел видео, где мужчина прям играет с огромным медведем. Ну, да, действительно, очень много интересных людей в мире. Ну и, кстати, дорогие друзья, я думаю, что буквально несколько лет назад мы даже не могли подумать, что, ну, вот, например, когда у меня была собака, то мы ее сами стригли, там что-то там убирали, колтуны и так далее. Но найти своего стилиста и парикмахера даже для животного это возможно, это хотя занятие довольно хлопотное. Но в Хандеге теперь с этим вопросом поможет дипломированный грумер. Ее зовут Анна Шадрина. Да, в салонах процедурах, в эффектной стрижке, укладке нуждаемся не только мы, но и братья наши меньшие. Нашу героиню Анну Шадрину к занятиям грумингом подтолкнуло приобретение собственного питомца – выставочной собаки породы золотистый ретривер, которой требуется особый уход. Но специалистов-грумеров в Хандеге не было, пришлось самой осваивать премудрости комплексного ухода. В прошлом году Анна прошла обучение в Новосибирской школе груминга, а этой весной начала принимать своих первых клиентов. К удивлению, желающих оказалось достаточно. Очередь расписана до июня. Грумеры, мы ухаживаем за животными, за шерстью. И это включает не только вот шерсть. Стрижем когти, чистим ушки, глазки, зубки. На одну собаку примерно уходит времени минимум часа 2-3. Это считается быстро. Если собака очень в запущенном состоянии, то там уже 4 часов, 5 часов. От шерсти собаки зависит и от ее состояния. Первым делом процедура вычесывания и только потом водный этап, затем сушка с укладкой и после стрижка. Собаку я мою в 3 этапа. Сначала супер очищающим шампунем, чтобы смыть основную грязь. Потом второй этап – увлажняющий шампунь для шерсти, для ухода. И третий этап – это кондиционер, Винуиди. Анна работает с разными породами собак и кошек, поэтому ее смело можно назвать универсалом. У нее уже появились свои постоянные клиенты, даже из дальних сел. По словам нашей героини, грумеру надо быть в какой-то степени и зоопсихологом, уметь найти подход ко всем клиентам. Анна очень любит общаться с животными, они это чувствуют и на процедурах ведут себя спокойно. Я люблю животных, мне нравится с ними работать. Вот так вот чувствуешь, как антистресс. Нравится работать с животными, делать их красивыми, а некоторым облегчает это жизнь животным. Вот, собакам жарко, вот страдает, да? И как бы это помогаешь им. И хозяевам помощь. В планах начинающего грумера расширить перечень услуг, поставлять. Действительно, никогда бы не мог подумать, что прямо для собак есть отдельные стилисты, парикмахеры. А у тебя нет домашнего животного? Ну, сейчас, да, к сожалению, нет, но когда я был ребенком, да, у нас были собаки замечательные, то есть только самые теплые воспоминания. Да, но в те времена наши животные, по-моему, не нуждались ни в грумерах, да, это сегодня в современном мире, да, мы живем в таких Ну, действительно, да, если собака, традициях. особенно на ней много шерсти, там пудель, например, да, их, конечно, нужно приводить в порядок. Но у нас была немецкая овчарка и черный терьер. Вот черного терьера, да, нужно было стричь, и как бы... Да. А у меня на сегодня, кстати, дома попугай и черепаха. Они совсем не нуждаются в стрижках, и это, конечно, радует. Ну, для черепахи разве что такой протирщик панциря, например, да? Замечательно, когда дети продолжают традиции своих родителей. Анна Осипова, дочь известных якутских художников Афанасия Осипова и Зинаиды Курчатовой. И сегодня в рубрике «Музейный гид» мы расскажем вам об этой талантливой художнице.
Анна Афанасьевна родилась 2 июля 1976 года в городе Якутске в семье известных якутских художников, академика Афанасия Осипова и Зинаиды Курчатовой. Анна Осипова – молодой и интересный художник, сильная индивидуальность, соединившая в себе талант и красоту отца и матери. У художницы свой уникальный, отличающийся от родителей путь и стиль в живописи. В своем творчестве художница преимущественно изображает животных и природу в согласии и гармонии с человеком. Такова и сюжетная работа «Бегущие в небе», написанная в 2016 году. В этой работе перед зрителем предстает маленькая лучезарная девочка в изумительной белой шубке. Вдали виднеются причудливые очертания заснеженных горных вершин, на фоне которых свободно парят прекрасные птицы. Обратите внимание, что в руке девочка держит игрушечную фигурку оленя, и как символично в верхней части холста предстают их удивительные фигуры с витиеватыми рогами. Завороженная девочка смотрит на них. Для многих работ художницы характерны крупные и сочные мазки. Работая именно в этой технике, художница создает свои живописные полотна. Художник моделирует при помощи мазка фигуры животных и людей в композиции. Также для многих работ Анны Осиповой свойственна нежная и при этом яркая, эмоциональная и приглашающая к созерцанию палитра. Также во многих работах Анны Осиповой можно увидеть царство красоты холода и снега, дыхание ветра и неповторимое очарование сибирских земель, лазурь небосвода, снежные просторы и люди севера с их особенным укладом и особенной красотой жизни. Притягательный мир, нежный и беспечный, чувственный и оберегаемый. Все-таки какие интересные коллекции в собрании Национального художественного музея. Ну а в детстве у многих из нас были коллекции собирать фантики от конфет, помнишь? Да, от конфет, жвачек. Ты какие собирала? Ну, я вот, конечно, любила Love Is, одна из самых вкусных, по-моему, жвачек, она до сих пор существует. А я все время вспоминаю свой холодильник, такой старый, по-моему, Бирюса, он весь был уклеен жвачками, наклейками Турбо, по-моему, что-то из Терминатора и так далее. Я помню, такая радость была, если найдешь наклейку. Да, да. И ими еще обклеивали даже холодильники, по-моему, да? Да, действительно. Но интересы, увлечения бывают разные. Да, у всех разные. Кто-то собирает разноцветные стекляшки, лишь у некоторых детское увлечение перерастает в серьезное хобби. А коллекционеры – это те люди, которые ради своего дела могут отказаться от многого. А бытового комфорта не жалеть денег, времени. С одним из таких людей мы сегодня познакомим вас в нашей традиционной рубрике. Доброе утро. Меня зовут Александр Саженов. Я коллекционер-любитель, так скажем. То есть коллекционер – это очень емкое название, поэтому больше любитель. Начинал, скажем так, как и обычно, с монет, с банкнот, значков, марок. И вот как-то в последнее время я увлекся, скажем так, вещами, от которых веет историей, так скажем. И сегодня я хотел бы рассказать то, что меня заинтересовало и чем бы я хотел, может быть, спросить наших телезрителей, может, помогут советом. Получилось так, что 3 года назад я находился в Нижнеколымске. Если люди ездят в Турцию, то я использовал свой проезд в отпуск именно туда, по приглашению одного товарища, который пригласил на рыбалку и при этом заметил, что у них в Нижнеколымске моют берега, и они порой, когда вода сходит, находят интересные вещи. Но меня заинтересовало 2 вещи, которые я там нашел. Обвалившийся дом, в реку. И вот в районе его крыльца, там, где обвалилось, я нашел вот 2 таких фигурки. То есть это, скорее всего, уточки, гуси, похоже, сделаны из кости моржа. И меня, вроде как вещи с историей. Сейчас никого не удивишь изделиями из кости, которые делают наши умельцы. Но это было сделано, скорее всего, допотопными какими-то средствами, то есть чисто ножом, из кости моржа. Это мое предположение, хотя тоже бы хотелось узнать. И, как я предполагаю, этим уточкам около 200 лет. И сказать, что это детские игрушки, не похоже, потому что есть острые какие-то предметы, и ребенку это не подадут, наверное. Сказать, что это какое-то ритуальное, либо просто украшение, тоже трудно сказать. Вот, может быть, кто-то сталкивался с подобными вещами, потому что меня смущает, что у этих
фигурок есть вот отверстия, скажем так. То есть они явно подвешивались к чему-то и куда-то. И вот для чего же они использовались? Помимо этих двух вещей, больше всего заинтересовало меня вот это. Как выяснилось потом, это печать. Я опять окунулся в историю, почитал, то есть почему могли быть такие печати, тем более, что эта печать явно не якутская, это европейская печать. Нижнеколымск был одно время центром всевозможных экспедиций, торговли. То есть там недалеко проводились ярмарки. То есть это явно получается, что либо какой-то был предприниматель, либо купец, либо путешественник. И тоже, скажем так, окунулся во всю историю, которую можно было, но не хватило всех этих познаний, в частности и Google даже не помог, потому что я не нашел подобного рисунка и не нашел такой аббревиатуры. Не исключено, что это было раз латинские буквы какие-то, ну, может английские, что это были и заезжие, скажем так, с Америки, потому что Нижнеколымск в свое время был перепутьем торговых путей, и Америка не стыдилась в плане того, что приезжать без ведома русских, поторговать там, скажем так, за бесценок и забрать у нас пушнину. И когда у нас вообще севера стали под вопросом, достанутся ли они России, либо все-таки Америка наложит там свою руку. Поэтому вот если вы мне поможете как-то в решении этих вопросов, буду премного благодарен. Мы хотим напомнить про конкурс, который объявил наш канал ко Дню защиты детей. Конкурс телеканал Якутия 24 глазами детей. Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным категориям: с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15. Итоги и награждения состоятся 1 июня, в День защиты детей, в прямом эфире программы «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа формата А4. В любой технике это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. Рисунки работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и место жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня, а авторы 3 лучших работ, которые выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. Катя, отгадай загадку, что улучшает метаболизм, улучшает деятельность сердца и сосудов, а также нормализует работу нервной и дыхательной системы? Ну, думаю, я знаю ответ. Это утренняя зарядка. Мы предлагаем ее сделать вместе с нами и получить заряд бодрости на весь день. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и 1, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу, максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И 1, 2, 3. Держим равновесие. 4. Переходим к другой ноге. И 1, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И 1, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня.
Доброе утро. Нам очень много сообщений приходит в виде картинок. Телезрители поздравляют друг друга с Днем Пионерии. Сегодня 19 мая в России отмечается День Пионерии. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому движению был. Да? Ну а далее давайте ознакомимся с погодой. Если вы собираетесь выходить сейчас из дома, то информация будет полезна для вас. В центральных районах сегодня в 6 часов утра температура воздуха составила -4 плюс 1 градус, в заречной группе -3 плюс 3, в южных 2,8 градусов мороза, в Вилюйской группе 2,5 ниже нуля, в Нижнеленских 0 градусов, в западных 4,8 градусов мороза, в Колыменде-Гирской 0 плюс 9, в Янских +1 -2, на северо-западе 2,5 ниже нуля. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 0 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла. Доброе утро, друзья! Ну, а в свою очередь мы бы хотели завершить наш сегодняшний выпуск на красивой ноте. Причем в прямом смысле красивой. Да, в прямом смысле, потому что вчера закончился конкурс «Мисс Вселенная». Мисс Вселенной стала мисс Мексика. Зовут ее Андреа Месса. Ну, а Россию представляла мисс Россия 2019 Алина Санько. Но, дорогие друзья, желаем вам всего самого наилучшего. До новых встреч в эфире. Да, увидимся завтра. Хорошего вам дня, отличного настроения. ¡Viva México! Congratulations to Andrea Meza! Take your first walk as Miss Universe!